Первым делом обязательно медконтроль, продезинфицировать руки и измерить температуру тела. Еще одно требование – наличие у каждого работника средств защиты и дезинфекции. Если же медицинская маска отсутствует, не беда. Для сотрудников и не только их закупили здесь в энном количестве. Все это в целях недопущения заражения наших работников. Если есть хоть какое-то изменение общего состояния или температура повышается, мы такого человека сразу отправляем домой на самоизоляцию. И дальше наблюдаем его за его состоянием. Согласно постановлению председателя правительства Республики Ингушетия от 6 апреля завод по производству алюминиевых профилей вошли в перечень разрешенных системообразующих предприятий. В связи с карантином из-за коронавирусной инфекции производственная мощность его на порядок снизилась. Если раньше это было 300 тонн профилей в месяц, то сейчас значительно меньше. Однако совсем останавливать работу нельзя. Завод обеспечивает материалом для строительства инфекционных больниц в другие города России. По словам исполнительного директора, важно соблюдать карантинные меры, и тогда работа никак не повлияет на здоровье. В рамках выполнения постановления главного санитарного врача, предписывающего определенный ряд мероприятий, которые продолжают работу в условиях коронавирусной инфекции, есть ряд предписаний, которые, согласно внутреннему приказу, мы выполняем в полном объеме. Как вы видите, на территории предприятия ни одного человека без средств индивидуальной защиты нет, и за этим тщательно следится. Но к таким вынужденным мерам здесь давно привыкли. К слову, Аза Тумгоева трудится здесь не первый месяц. Несмотря на то, что женщина находится в группе риска, от работы не отказывается. Маскам, говорит, привыкла, ведь это нужно в первую очередь для собственной защиты. Важно просто не поддаваться панике. Дезинфекция каждые 2 часа как удар по вирусу. От массовых мероприятий, где сотрудники пересекаются в большом количестве, тут практически отказались. Неплановых совещаний не бывает, работают же парами при дистанции 1,5 метра. После первой половины дня наступает время обеда, а, как известно, столовая – одно из наиболее часто посещаемых мест. Однако для здоровья сотрудников завода здесь ввели исключительное правило. В помещение заходят не более 15 человек, а за стол могут садиться лишь по 2. В общем, маска, перчатки и дистанция стали спутниками работников этого завода, ведь важно соблюдать все меры предосторожности. А все ограничительные правила необходимы для того, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.